Писатель Филипп Диамидович Нефедов отмечал: обширный край, в область которого вошли нынешние губернии Оренбургская, Уфимская, половина Самарской и 2 уезда губерний Вятской и Пермской, назывался, да и теперь еще называется, по имени народа, обитавшего здесь уже с давних времен. Народ этот башкиры, принадлежавший по своим племенным особенностям к народам Урало-Алтайской семьи. Государственные, административные границы далеко не полностью отображают реальное расселение народов. Это в полной мере относится и к башкирам. Исторический Башкортостан – это огромная территория, где происходили процессы формирования и дальнейшего развития башкирского народа. Эта земля когда-то простиралась от сибирской реки Тобол до Жигулевских гор на Волге, от реки Кама на севере до среднего течения реки Урал на юге. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, около 30% башкир проживают за пределами Республики Башкортостан. В Челябинской и Оренбургской областях, части Курганской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей, Пермского края, Республики Татарстан, где они – коренные жители и неотъемлемая часть башкирского народа. Академик Петр Паллас, описывая свои путешествия в 80-е годы 18-го столетия по разным провинциям Российской империи, писал: «Ехали по большей части по льду реки Уфы, мимо некоторых башкирских деревень до Шакур-аула. Счастливые башкирцы имеют в всей стране великое земледелие и водят пчел. Довольно скота и дичину в около лежащих горных дремучих лесах весьма изобилуются. Охота на куниц, оленей. Башкирцы имеют постоянные деревни. В башкирской деревне Шигири-аул в 15 верстах вниз по Уфе переменил лошадей». Село Шакур – самое крупное башкирское поселение Свердловской области, и оно же самое древнее. Упоминание о Шакур встречается в так называемой «Отводной книге по Уфе» от 1551 года. Согласно историческим и архивным сведениям, преданиям, деревню Шакур основали башкиры племени Эпей. Башкиры-упейцы имеют прямую этническую связь с местным древним финно-угорским или тюркско-угорским этническим компонентом. В дальнейшей своей этнической истории упейцы были тюркизированы в древнебашкирской среде. В 17-м, начале 18 веков кочевья упейцев и их соседей сызгинцев достигали Кунгура. В дальнейшем они утратили компактность своего расселения. Bizning kirada ul vaqtlarni 3 болыс bo'lgan. Шакур болысты. Biz Шакур болысына kirganmiz. Ondan so'ng Yenishida Шакурдан ayrılıp chiqqan Аққул, Перпирашка bo'lgan. O'zlarına jir bergan qartlar Шакурнiki. Tarsak болысы bo'lgan. Ol yuqori Nijniy Sergiga taba ham Уфа-Шигер болысы болған. Bu qartlarının sözü boyunca Arakayda, Tersak'ta yaşayanlar Bashqirtlar ham şirmişler. Urmakayda тоже şulay dep söyleyler.
Вот. А Шакурда инде нақ башқұртлар болған. Бұл Шакур ауылы башқұртлары бик күптәнгі деп санайлар. 800 жыл элек барлыққа келген. В основе разделения территории исторического Башкортостана лежал родоплеменной принцип. По этой причине на землях башкир-сызгинцев, которые они закрепили за собой по царским грамотам, образовалась Сызгинская волость. На землях кушчинцев – Кушчинская, на вотчинных землях опейцев – Упейская волость. В дальнейшем эти волости постепенно стали делиться на территориальные единицы, и здесь образовались Ювинская, Шакуровская, Азигуловская, Шигиринская и другие волости. В период кантонной системы управления краем все башкирские села этого региона вошли в состав второго башкирского кантона. Алар Белағатай, Мәшетлі һәм Тройский тирасынан келіп, малларын бұяқтан Шакур аша, Үфе елғасы аша, Аракай аша, Түбән Сиргі аша, Күңгірге таба қауғанлар жай күні. Һәм Билімбайға таба. Билімбай тоже башқұрт болған. Аны Билімбай башқұрт кішісінің исімі. Жай күні малларына кері Тройск далаларына қадар жеткіргенлар туып. В хозяйственном описании Пермской губернии от 1813 года указано, что в XIX веке более 4/5 башкирского населения Красноуфимского уезда занималось земледелием. Остальные вели полукочевое скотоводство или лесное промысловое хозяйство в сочетании с элементами земледелия. Башкиры деревни Шакуровой и других близлежащих аулов, также имея небольшие пахотные участки, ранней весной на все лето уходили кочевать в горы. В 1834 году в селе Шакур было учтено 404 башкира-вотчинника, в 1859 году 660 башкир-вотчинников и 36 типтярей-припущенников. Башкорт теле алып барабыз, укучылар телегеннәре йөри. Бар бик теләп йөргәннәре дә бар, булай инде кызыксынып йөргән укучылар да бар. Шулай ук бик әйбәт конкурсларда катнаштылар ул елларда да. Менә бүген көндә дә истә Курай буенча аларның конкурс булды. Быелгы елны Абударова Эльмира шулай ук олимпиада катнашып Уфага барды һәм Уфада 4нче урын алып кайтты. Әле быел 10нчы класста укый, 1 елдан 11-не бетергәс. Дип уйлыйбыз инде Башкортстанга укырга керергә җыена. В орнаментах, используемых в костюмах участниц коллектива, четко прослеживаются черты узоров северо-восточных башкир.
девушка, но она нарисована по существу с натуры художником Гумером Мухаммедшиным, который в тот год участвовал в нашей экспедиции. Вот эти все листы, это вот как раз вышивка тех мест, это материалы экспедиции того года, 59-го года. И потом еще была экспедиция 84-го года, были в деревне Шакурова, Арсланова. Буквально все молодые женщины были одеты в такие костюмы. Нам даже говорили, что каждая девушка к свадьбе готовит по 15, по 20 таких комплектов. Причем узоры, мы вот сколько фотографировали, узоры там не повторялись. У одной женщины все разные, и на Сабантуе мы не встречали одинаковых. Село Акбаш – еще одно поселение башкиропейцев на территории Свердловской области. В 1834 году здесь было учтено 106, в 1859 году 235 башкир-вотчинников. Однако имеется предположение, что основателями села Акбаш были гайнинцы. Акбаш авылы Акбаш картының исеме белгеләнгән. Картларның сөйләве буенча Акбаш карт хәзерге Пермь өлкәсе Бардым районы Гайна ягыннан Тулва елгасыннан килеп чыккан кеше булган. Ул көнчыгышка таба юнәлеп Уфа елгасына килеп төшкән. Уфа елгасы булы югары күтәрелеп Шакур картларынан, Шакур ул вакытта волос булган, анда башкортлар яшәгәннәр, алардан җир сораган. Акбаш картның баллары булган, ул балларына Шакур һәм аракайлардан кызлар алып биргән, нашышы урында тора башлаганнар. Шулай итеп, Акбаш карт башкорт булырга тиеш. Өфе елгасы буе, Сирге елгасы буе һәм ул башкортлар Исек елгасына кадәр барып җиткәннәр. С начала 17 века эти земли стали активно заселяться башкирами-гайнинцами. Появление гайнинцев в этом регионе было вызвано колонизацией русскими башкирского Прикамья и потерей ими значительной части своих вотчинных земель между Камой и Сылвой. Особенно много гайнинцев переселилось в долину рек Уфы и Бессерть после подавления крестьянской войны 1773-75 годов. Потомки гайнинцев, точнее бессер-гайнинцев, проживают в селе Гайны Ачетского района Свердловской области. Они составляют часть жителей других сел этого региона – Уфа-Шигири, Усть-Баяк, Усть-Бугалыш, Кояново, Кургат и Акбаш. Элеграк был тиредаж, литературада багуллар булган, мансилар, башкортлар алар булы связи мититканнар, кызлар алышканнар, һәм аларны акрынлап дөньякка кысырыклаганнар. Есть один момент, что среди хантов и манси, и среди башкир, который есть антропологический тип уральский, различные варианты уральского типа, который встречается как и у западносибирских угров, так и у северных башкир, вот выше Уфы особенно, и у большей части, скажем, женского населения. Но я думаю, что это связано не столько с хантами и манси, она связана просто вот с этой адаптированной к данной, скажем, уральской среде того антропологического типа, который вошел в состав и хантов, и манси, и башкир, и чувашей, и марийцев, и удмурт, вот по всей этой полосе. То есть это был общий для этих народов единый тип, который называется уральским.
Название горным хребтам, отдельным горам, рекам, озерам на территории юго-западной части Свердловской области когда-то дали местные башкиры. Башкырт сөзі, түркі сөзлер. Мәселен, Үфі, Уфа елғасы, Бардым, Тау, ол Бардым анда деп сөйлерге мүмкін. Сирге, Сирге елғасы, ол Сырғаны аңлата. Шөнке Сирге елғасы бүгіліп, Сырғаға шалып болып, Үфі, Уфа елғасына келіп қосыла. Как и большинство башкирских сел других регионов Башкортостана, села и деревни башкир Свердловской области расположены в долинах водоемов. Все башкирские села и деревни области расположены в долине реки Уфа, либо непосредственно на ее берегу, либо на ее притоках. Артя-Шигири на речке Артя, Гайна на реке Бесерть, Аракай на реке Серга. Это одна из особенностей расселения башкир, как вотчинников, селившихся на наиболее удобных местах для жительства и хозяйственной деятельности. Имеется мнение ученых о том, что название реки Уфа, а отсюда и название города Уфы, столицы Республики Башкортостан, происходит от названия башкирского племени Упей или Упей, Эпей, Эфе, Эфейле, Эпейле. Башкиры-кушчинцы имеют достаточно тесные связи с другим башкирским племенным образованием. Это Дуван. Это их и отличает от своих соседей, сызгинцев и упейцев. Согласно преданиям, кушчинцы кочевали совместно с дуванцами по бассейну реки Самара. И в последующем из Бугульминско-Белебеевской возвышенности, где проходил основной процесс этногенеза башкирского народа, сдвинулись на северо-восток, где и потеснили сызгинцев и упейцев, расположившись прямо между ними. Если мы посмотрим на этнографическую карту, то мы увидим, что основная часть башкирских деревень Свердловской области основана кушчинцами, как, например, Уфа-Шигири, Артя-Шигири, Урмикей, Азигул, Рахмангул и другие. Села Свердловской области основаны башкирами-кушчинцами. Нижнесергинский район, Уфа-Шигири, Урмикей, Артинский район, Азигул, Артя-Шигири, Битки, Красноуфимский район, Усть-Баяк, Пешково, Коянково, Рахмангул, Верхний Баяк. Одной из особенностей юго-западной части Свердловской области является ее многонациональность. Здесь, на землях нескольких башкирских родов и племен, в разное время появляются поселения русских, марийцев, татар. Как и в других регионах, здесь этнокультурная близость, схожесть языка, единая религия делала башкир и татар в глазах окружавших их народов единым целым. Если то или иное село не марийское, не русское, а в нем проживает тюрко-мусульманское население, то все его жители подпадали под общий этноним татары. Конечно же, данное обстоятельство не могло не способствовать тому, что коренное население края башкиры смешивались с пришлым татарским населением. Мы не воспитали отношения в самих себе даже, вот, правильного отношения к своей истории, к своим корням. То есть мы пользуемся общими какими-то формулировками, не задумываясь о том, что есть на самом деле. Наверное, с возрастом приходит понимание того, что что-то не то, где-то какая-то пустота. Вот эта пустота, ты ее пытаешься искать где-то на родине. Допустим, уезжая в тот же Бугалыш, ты сидишь допустим, на склоне горы, смотришь, просто ни с кем при этом не общаясь, просто сидишь и смотришь весной на цветущий луг,
смотришь на свою родину, вот где ты родился, да, вот в Пугалыше, как бы я уже родилась, смотришь, черпаешь силы, а по сути-то они не там. То есть они все-таки все равно в корнях. Необходимо подчеркнуть, все проводившиеся в Российской империи переписи населения показывали абсолютное преобладание в селе Азигул башкир. Башкиры вот эту деревню создали. Они пришли в этот лес, тут был лес, были одни деревья. Вот одни женщины-башкирцы пришли и поставили на деревьях метки. А по-башкирски эта метка означала «сызык». Они поставили эту метку на дереве. Потом на следующие дни они пришли, и им понравилось этот лес. Они стали рубить деревья и построили дома. Восьмая ревизия населения 1834 года учла в Азигул 472 жителя. Все башкиры больше Кушчинской волости. В 1863 году в Азигул было учтено 70 дворов, 218 жителей, все башкиры-вотчинники. Великий Кортлар әйтү буенча безнең авыл 2 частьтан торган. Астагысында типтерләр яшәгәннәр, өске авылда башкортлар булган. Без аларны әтәмбә итә торган идек, алар безне бу як авылның өчен башкортлар дип әйтә торганнар иде. Мен үзем монда элек мәктәптә директор булып эшләгәндә, бер тапкыр без Уфага да барып йөрдек экскурсияга, менә шу таныштырга, телне, культураны таныштырга автобус белән Красноуфимский район, Артинский район балаларын, мәктәп укучыларын. Мин директор булып эшләгәндә мәктәптә башкорт телен на факультативных началах организовать итеп куештык. Минем хатыным да Башкирияга, Уфага барып укып килде башкорт телен укытырга. 13 бала заявление язганнар башкорт теленә факультативный укырга. Мин директордан чыгып киткәч, анда башкорт теле турында уже сорау да күтәрелмәде бер тапкырда. И вот у нас как бы мешали очень активно вот администрация села Азигула, там в лице председателя Гайнановой Расили. И вот они как бы везде нам прикрывали дорогу. И вот не смогли организовать обучение на башкирском языке. И вот, конечно, отправляли в Уфу учиться. Там у нас вот девочка проучилась. И вот были еще ребята поучились. Вот хорошее начало работы было. А в итоге вот все сошло на нет. Видимо, есть какая-то связь с тем, что там, где забываются корни, села приходят в запустение, а молодежь уезжает из своих земель. Совсем другая картина в селе Уфа-Шигири. Здесь начинаешь ощущать какую-то особую ауру. Уфа-Шигири, как и другие башкирские поселения области, стоит на берегу реки. Село окружают горы, тайга. В прошлом жители села были известными охотниками.
шигиринцы, как вотчинники земель, разрешали на своих землях селиться и основывать поселения как башкирам других родов, так и представителям других народов. Шигир авылының кешеләре теге була үзебезнең тел белән әйткән сакта коренной төптән төп тамырдан тамыр шунда туып үскән кешеләр, безнең әти-иниләребез дә шунда үскән, шунда туганнар, шунда яшәгәннәр гомердән гомергә. Безнең авылдагы кешеләр авсы булганнар инде. Ауга охотага йөргәннәр, аюга, сусарга, авыл урман уртасында торгас, җир ишетүе авыррак булган күрше авыллардан караган сакта. Икенче кешеләр килеп караган безнең якка менә Акбаш авылы, Марыйлар килеп, Мәрәкән дигән җиргә килеп күченеп киткәннәр. Әртә районында хәзер Мәрәкән дигән авыл. Анамның исеменнән алган. Аларны куып ибәргәннәр, монда безгә ширмешләр кирәкми дип ширмешләр килеп яшәп аташканнар. Аларны безнең җирдән куып ибәргәннәр. Менә бит аслы вакытта да шу өнне аюны үзләре атмай өнне беле сатып аслыктан алып калган семьясын аюны атып сатсаң вагадасы күп булмый икән. Байларга саткан, аңа биргәннәр, бодайын аңа биргәннәр, онын аңа биргәннәр, шәкәрен вис. Тоз, шәкәр. Юсум ул вакытта патша заманында бик зур акча булган инде ул. Если, допустим, бер сусарга 2 ат бирә торган булгансалар, сусарда кыйбат булган. Башкирияда безнеке халыктан бер сусарга бер ат калыштырганнар, бер тайга, бер сусарны. Аларның паспортта булган кулда. Үче патша заманында йөргәннәр свободно. Кара башка менгәннәр. Сарана урманына төшкәннәр Красноармия ягына. Шуңа көнсүллек булган түбәнге якларның халыкныкы, крепостной крестьяннарныкы. Хотя башкортлар булсалар да, татарлар булсалар да, икенче авылларныкы. Почему шигирләр иркен йөри урманда? Армияга да алмыйлар. Армияга да алмыйлар. Үрмәкәй авыллары, алар тоже түбәнге яктан инде үрләп менгәннәр инде. Акбашлар безнең менә күрше авылы. Ашлык башта урын биргәннәр аларга шигирләр. Нисәдер өй, нисәдер семья шушы урынга килеп, шушында яшәң дип, урман ортасында. Алар кую казыганнар, сау булган, естественно, вакытта урманда кырылмаган. Но кышкылыкта куюлары курган. Елга булмагас, шишмә булмагас, какой-то агып торган сау булмагас, алар бер генә кышкышлаганнар да шунда, юк, безгә монда ишетү авыр. Все-таки без елга җиренә, елга булган җирдә җир ишетә торган кешеләр дип әйтеп, алар охотага привыкать итмәгәннәр. Җир кешеләре булганнар алар, Акбаш авылы. Хәзерге заманда инде безнең бу охота средство выживания түгел инде. Хәзер безнең как развлечение калды. Развлечение. Потому что бөтә хәзер кайда барма, арендованный урманнар, кайда барма. Монда заповедник, кайда арендованное охотхозяйство, анда барып булмай, монда барып булмай. Куанып урманда йөрмәй. Современные жители Уфа, Шигири и окрестных сел являются представителями нескольких антропологических типов, свойственных всем башкирам. Основу вот пантийского типа у гайнинцев и вот северо-восточной группы башкир, вот которая крайне северная группа, как я уже сказал, скорее всего лежал древний европеоидный тип, который примерно был похож вот по строению вот на, скажем, вот такие вот поздние сарматские черепа. Башкиры вот как раз вот крайнего северо-востока, северная группа, в основе их лежит древнейший европеоидный тип, который обитал здесь уже в эпоху раннего железа. Наши предки, вот башкир, современный башкир, скорее всего, жили даже около 2000 лет тому назад. И поскольку типаж проявляется до сих пор в анатомии, в строении лица современного представителей современных этнографических групп башкир, как, скажем, северо-западных, юго-западных, юго-восточных и северо-восточных. Как отмечал известный ученый Раиль Кузеев,
На северо-востоке расселения башкирского народа, как и в других частях Башкортостана, земледельческое хозяйство, распространяясь в районах полукочевого скотоводства, длительное время не разрушало традиции кочевничества, постепенно приспосабливало их к новым условиям. Чередовались аулы, перешедшие к земледелию, с поселениями, где лесные промыслы сохраняли еще большое значение. Указанный способ ведения хозяйства можно назвать современным словом «диверсификация», то есть ведение нескольких производств, чтобы обезопасить риски. Еще в XIX веке башкиры деревень Артя-Шигири, Уфа-Шигири, Акбашева, имея посевы, в то же время рубили и поставляли лес на Артинские или Михайловские заводы по реке Уфе. Восьмая ревизия населения 1834 года учла в деревне Урмикей 97 жителей. Все башкиры больше Кушчинской волости. В 1863 году в Урмикей был учтен 21 двор, в которых проживал 141 житель. Все башкиры. Село Урмикей – еще одно поселение башкир-кушчинцев в Свердловской области. Всего же в области сел, основанных башкирами-кушчинцами, 10. Biz Башкорт жерінде яшейбіз, башкорт тілінде сөйлешебіз. Біздің тамырларыбыз ерақтан башкортлар булган. Ата-аналарыбыз, әниләребез башкортлар булган. Шуның өчен без башкорт телен укыйбыз, әсәрләр белән сөйләшәбез шул телдә. Дөрес сөйләшергә өйрәнәбез. Bizning avulda 2 nasil бар. Арақы итірмейбіз енді, халықны әсіреп жатыр тұлмай. Арақысыз да вұрышқа жетерлік болып тұра. Село Уфа-Шигири, оставаясь самым крупным поселением башкир-кушчинцев, выглядит вполне благополучно на фоне других сел и деревень этого края. Особо хочется подчеркнуть активность шигиринцев в культурной и образовательной сферах. Здесь действует башкирский фольклорный коллектив, а ученики Уфа-Шигиринской средней школы – постоянные участники международной телеконференции коренных народов мира, которая объединяет учеников самых разных стран и континентов. История башкир-сызгинцев очень интересна, однако мы имеем очень мало материалов по этой группе. По мнению известного этнографа Раиля Гумеровича Кузеева, сызгинцы имеют связи с древним самодийским компонентом Южного Урала, поэтому башкиры-сызгинцы являются одним из самых древних родоплеменных образований башкирского народа. После присоединения к московскому государству башкиры-сызгинцы оформили вотчинные права на достаточно обширные территории, северные пределы которой доходили до города Кунгур и реки Чусовая. Однако в результате жесточайшей колониальной политики, подавления башкирских восстаний, эта территория сужалась. В результате современные башкиры-сызгинцы расселены на юге Свердловской области, в основном представлены деревнями Сызги, Озерки, Усть-Бугалыш.
Остальные сызгинцы проживают на территории Аргаяшского и других районов Челябинской области. Села Свердловской области, основанные башкирами-сызгинцами. Сызги, Озерки, Табынлыкуль, Усть-Бугалыш. Башкиры фиксировались переписями также в Юве, Средний и Верхний Бугалыш, других селах. С самого начала XVIII века сызгинцы в силу целого комплекса обстоятельств были вынуждены припускать на свои земли представителей других народов. Постепенно башкиры становятся меньшинством на своей родине. В материалах для статистики Красноуфимского уезда Пермской губернии за 1893 год имеется примечательная запись о том, что ювинские удмурты и марийцы приобрели землю в 1697 году совместно с жителями деревень Татарская Яманзельга, Верхний и Средний Бугалыш и Усть-Маш по одному документу у башкир-вотчинников с Изгинской дачи. Пришли из Вятской губернии, сели на башкирскую землю с условием отбывать за них натуральные повинности – чинить мосты, править дороги. Постепенно сызгинцы стали утрачивать и свое национальное самосознание. Если при проведении переписей населения Российской империи в XVIII – начале XX веков, а также при проведении советских переписей 20-30-х годов жители сел Сызги, Табынлыкуль или Озерки, Усть-Бугалыш отмечали себя как башкиры, то в 1959 году отнесли себя к другой национальности. Yok kişiler, bütün kişiler bizim botok diler bitti. Ya Rusça, Başkırça bilmeyiz, ya bulay bilmeyiz, şuna göre botok diler bizim. Көңілде біздің әтене мына Табынлыкуль ауылы, например, яртысы типтер болған, келген кішілерінде болайында. Яртысын айта тұрғаны башқұрт, біздің жер көп болды деп әтешлай тефілі тұрғаны. Я думаю, что все-таки в крови основная кровь течет все равно башкирка. Но не то, что как бы родственники об этом говорили, то есть признание вот такого, что я башкир, да, то есть с гордостью носить это имя вот, на своей нации, то есть не хватало смелости никогда. В 2000 году я приехала в Сызги, и в старых записях кабинета, в кабинете было очень много как бы с советских времен еще документации, нашла буквально листок бумаги тетрадный, исписанный, с информацией о том, что это село создали башкиры более 400 лет тому назад, что основали его Сызги, вот Табынлыкуль, Озерки. И буквально вот страница исписанная информации. Я была в шоке, потому что, приехав сюда, прожив там месяца 4-5, наверное, я даже подумать не могла, что вот эту деревню могли создать башкиры, потому что я была в башкирских деревнях и знаю, как люди ценят свою, как бы, вот, свою национальность и как они об этом говорят. То есть здесь такого проявления вот не было, то есть даже в мыслях не было о том, что здесь живут башкиры. Этнокультурная близость, схожесть языка, единая религия способствовали бесконфликтному и гармоничному проживанию и не могло не сблизить пришлое татарское население с коренными жителями края – башкирами. В советский период истории грамотная национальная политика Казани и безответственная позиция Уфы в этом вопросе позволила произойти размытию четкого представления башкир-сызгинцев, апийцев и куштинцев о своей этнической идентичности. Ревизия населения 1834 года учла в селе Усть-Бугалыш 160 башкир с Изгинской волости. На небольшой речке Бугалыш, которая впадает в реку Уфа, расположились этнически смешанные села – Верхний Бугалыш, Новый Бугалыш и Средний Бугалыш. Здесь издревле проживали и живут сейчас башкиры, марийцы, татары.
В этом регионе был развит извозничий промысел. Так, имеются документы, подтверждающие, что башкиры Сызгинской волости близ Красноуфимска заключали подряды на перевозку крупных партий зерна в Уфу, Пермь, Соликамск и другие города. Башкиры ради уплаты ясачных денег отвозили на городские ярмарки и свои, но чаще товары русских людей, что, видимо, связано было, как свидетельствует грамота 1680 года из приказа Большой казны Соликамскому воеводе Гондареву об освобождении от таможенных пошлин башкир, которые ездят к Соликамской и в иные города и возят с собой продавать хмель, воск и хлеб и всякую животину. Рамилян Афигина – истинный патриот своего края, яркий представитель потомков рода Сызги из долины реки Уфа. Удивительный человек. Беззаветно предана своей работе, уважаемый и успешный предприниматель, прекрасная мать, любящая и любимая бабушка. Скажите, много ли женщин, которые с ружьем бродят по бескрайним лесам, на счету которых десятки убитых волков и медведей? Бывалые мужчины-охотники отзываются о ней с большим уважением. Но главное, о чем болит ее душа – бесконечные попытки толстосумов из большого города захватить исконные земли ее предков. И как истинная дочь своего народа, Рамиля делает все, чтобы жители ее деревни жили богато и счастливо. Мы живем на земле предков. Предки наши – великий народ, башкирский народ. Сегодня наша задача состоит, чтобы сохранить это все, приумножить и продолжить. На сегодняшний день очень большая задача стоит перед нами — сохранить землю за нами, за жителями, за коренными жителями. И не только сохранить, передать детям, чтобы дети на этой земле не просто работали, жили, но они чувствовали себя хозяевами этой земли. Чтобы земля принадлежала народу. И традиции народа, который вот жил, вот еще вот так вот бывает. башкирского народа, чтобы продолжалось в наших внуках и детях. Менә җирне бирмәгәс, без үзебез хуҗа булып, үзебезнең җиргә үзебез хуҗа булып яшәдек. Менә хәзер халык каңгыртабыз шулай дип. Мать не продается, прокат не дается. Мать, земля, мать кормит нас. Безнең менә 20 километр менән сыскы бар. Анда сөйләшәләр шәй дип. Ә без сөйләшәбез сәй дип. Бармайым, кайтмайым. Ә алар сөйләшәләр бармыйм, кайтмыйм дип. Арабыз 18 километр гына. Шулай итеп, әкертин генә все үзебездән зависит. Аңламадык. Нәрсә килгән приказ шуны эшләп тияттык. Менә хәзер инде җиңелмибез. Әле халыкны күндерү бик авыр. Бик авыр халыкны күндерү. Дингә ул аңа дөнья кирәк, аңа тормыш шәплек кирәк, машина кирәк, фырт-фырт йөргә кирәк. Әле ул үләрен дә уйламый, Алланы да признать итми, бик авыр. Все, часа через 2 буду. Сиди в машине, грейся. Этот регион – территория исторического расселения башкир, коренного населения Среднего Урала. Здесь башкирские села и деревни компактно расположены в долине реки Уфа, в окружении Бардамского, Сабарского и других уральских хребтов. Юго-западная и южная части Свердловской области без всякого преувеличения наиболее живописны и благоприятны для проживания. Здесь расположена так называемая Красноуфимская лесостепь. Уникальное явление в условиях окружающих эту зону хвойных лесов.
Башкиры этого края бережно хранят свою культуру и традиции, язык, чтут память о своих предках. Thank you.